Первое. Важной составляющей эффективной работы всех уровней исполнительной власти является определение приоритетных направлений государственной политики и установление конкретных задач для различных сфер общественной жизни. Также, второе, приоритизация целей и задач может строиться на основе краткосрочного планирования, то есть отдельных поручений со сроком реализации до 1 года, а также среднесрочного, государственные программы, и долгосрочного, стратегия, стратегические приоритеты и так далее. Третье. Наша программа строится на сочетании двух этих факторов. Первая часть – это проект указа президента, который в случае, если народ Абхазии окажет нашей команде доверие на предстоящих выборах, будет подписан сразу же после вступления в должность. Он станет своего рода дорожной картой для правительства в краткосрочный период. В проекте указа прописаны конкретные количественные и качественные показатели, которые необходимо достичь в первый год работы. Пятое. Важно подчеркнуть, что в этот проект вошли только те поручения, по которым возможны быстрые и конкретные результаты. В этом контексте для каждого поручения содержащегося в проекте установлены сроки реализации. А также после утверждения структуры правительства будут определены и конкретные уполномоченные органы, исполнители. Не менее важные, но более сложные и длительные по срокам реализации идеи в этот проект не вошли и будут прорабатываться отдельно в виде государственных программ или нормативных актов. В том числе этому посвящена вторая часть нашей программы «Тезисы о первоочередных мерах по социально-экономическому развитию Республики Абхазия». Мы проанализировали всю систему государственных и общественных отношений и пришли к выводам, что в нашем обществе уже долгое время заложены глубинные проблемы, которые достаточно плотно укоренились и с которыми непросто будет справиться нам вместе. Мы назвали эти глубинные проблемы кризисами, в том смысле, что это острые, болезненные, но вполне преодолимые препятствия. Мы определили 8 главных кризисов. Это первое, кризис доверия. Второе, кризис справедливости. Третье, кризис уважения. Кризис безопасности. Кризис ресурсообеспечения. Кризис благосостояния населения. Кризис образования. Кризис экологии и окружающей среды. По каждому блоку предложено по 8 первоочередных мер, направленных на преодоление этих кризисов. Мы назвали их тезисами. В том смысле, что это не конкретный перечень действий, а скорее основа для правильного целеполагания и приоритизации основных направлений государственной политики в соответствующих сферах. Каждая такая мера должна лечь в основу целевой программы или дорожной карты, содержащей перечень конкретных шагов и инициатив, выполнение которых будет означать реализацию тезисов в целом. Реализация всех тезисов, входящих в блок, будет означать преодоление соответствующей кризисной ситуации или, по крайней мере, создание значительных предпосылок для этого. Отказ от традиционной отраслевой модели группировки программных мероприятий, например, экономика, социальная сфера, правоохранительная деятельность и так далее, обусловлен перманентным системным кризисом, который требует системных же антикризисных подходов и, естественно, прикладного антикризисного мышления. Без преодоления кризисных явлений и перенастройки всех элементов системы государственного управления, а также, вероятно, и политической системы, дальнейшее развитие, притом желательно ускоренными темпами, в принципе невозможно, так как сегодняшняя модель не может решать сложные управленческие задачи и обеспечивать реализацию больших проектов. Для этого, как минимум, нужно обеспечить общественное доверие, социальную справедливость, личную и государственную безопасность, достаточное ресурсообеспечение, необходимый кадровый, естественно, человеческий потенциал. В том числе, в связи с этим, основная ставка в первый год работы будет сделана на простые
и очевидные решения, так называемые быстрые победы, где затраты ресурсов и усилий минимальны, а полезность и выгодность бесспорны. Все такие инициативы собраны в указе президента, который уже фактически готов к подписанию и реализации.